На повестке дня конференции обсуждение экологических проблем Южного Урала и поиск возможных путей решения. Среди них актуальные проблемы заповедного дела, сохранение биоразнообразия редких и уникальных ландшафтов, почв, растений, животных и грибов региона, проблемы переработки и утилизации отходов, социо-эколого-экономические аспекты состояния здоровья человека, экологическое образование и воспитание населения. По мнению специалистов, весь этот список не теряет своей актуальности и неизменно возвращает нас к размышлениям о хрупком балансе в природе и губительном воздействии на нее человека. Для человека важна среда, в которой он живет. Он воспитывается в этой среде, и он создает эту среду. Среда – это комплексное понятие. И вопросы экологии, которые прямо или косвенно влияют на человека, они влияют на его ощущение среды. Поэтому вопрос того, как мы относимся к среде и как среда относится к нам, они очень важны. Либо мы ее не замечаем, тогда она влияет на нас чаще всего негативно, либо мы на нее целенаправленно воздействуем для того, чтобы она, эта среда, стала нам помощником. Именно то окружение, на которое мы смотрим, оно создает нас как людей. И очень важно понимать, что в нашем локальном месте, в Сибае, в другом небольшом городе, нужно создавать свою среду, где человеку будет комфортно и с точки зрения экологии, и с точки зрения местного сообщества, с точки зрения своего социально-экономического положения. Одним из возможных путей решения, согласно положениям, озвученным на конференции, является реализация экологических проектов инициативного бюджетирования. Впервые механизмы реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, были опробированы в 2014 году. С тех пор районы Зауралья ежегодно участвуют в проекте. Сбор и интерпретация уникальных первичных данных, охватывающих 4-летний период реализации программы, сегодня дают возможность проведения аналитической работы. Мы наблюдаем достаточно интересное явление, когда количество проектов всего от Зауралья растет, подаваемых, да, а вот количество экологических проектов среди них, наоборот, падает. То есть, если в 2014 году 80 из 90 были направлены на это, то в этом году мы уже видим, что из более 100 всего лишь 4 или 5 проектов ориентированы на экологию. Говорит ли это о том, что проблема с экологией в Зауралье решена, я не думаю. Говорит ли о том, что население перестало думать или перестало беспокоиться об экологических проблемах тоже? По мнению ученых, решение экологических вопросов и реализация экологических проектов будут эффективны только при активном участии гражданского населения региона. При этом важную роль играет тесное взаимодействие муниципальной власти, средств массовой информации и общественных объединений. Вот здесь есть ряд актуальных вопросов, которые нужно решить. И очень хорошо, что здесь, в Сибае, эти вопросы обсуждаются. И я думаю, тот опыт, который мы сегодня получим, который годами нарабатывался, он будет полезен всем подобным регионам России. А таких регионов много. И что очень приятно, что Сибай стоит не только впереди, скажем так, добычи полезных ископаемых, а впереди решения проблем, как, собственно, поступать с теми явлениями, которые сопутствуют этой добыче полезных ископаемых. Учеными Института стратегических исследований Республики Башкортостан была предложена модель реализации экологических проектов, основанных на местных инициативах. Она открыта для населения и повсеместного софинансирования, что позволит привлечь к активному участию в ней представителей бизнеса и предприятий региона. Ринат Музафаров, Константин Малейкин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.